Громадянскія могилки по вулиці Спокойной альбо Пінський некрополь, як називають його історики. Криху больш за 2 місяці тому тут з допомогою пошуковиків і громадських активістів були докладно установлені 2 воїнські поховання часов Першої Сусветної війни. 22-гадовий Миколай Разоронов і полковник Владимир Луканин. Історія на гэтым не скончилася. Сёння их помніки реставрируются, узнавляются больш докладные вестки про их. Относительно Разоренова Николая Петровича известно нам очень мало. Известно в основном, исходя из тех сведений, которые у нас содержатся на памятнике. Это то, что он погиб в самом начале войны, 22 декабря 2014 года. Это было... Фронт еще далеко от Пинска находился, то есть, по всей видимости, его сюда доставили. Что касается Луканина, полковника, то здесь мы располагаем куда большими сведениями. Здесь как раз нашли с помощью объединения Кроки выписку, согласно которой установлено, что он служил в того времени пограничных войсках. Громадські активісти, пошуковики, молодь приймають активний уділ у доброупорядкуванні похованнів. Наша организация старается не обходить стороной данного рода мероприятия, так как мы чтим память о погибших на войне. И наша сегодняшняя работа состоит не такая уж сложная. Мы так подсобим, где-то что-то подадим, где-то что-то вырвем. Памятник Разоренова, 23-летнего фельдшера, который тоже погиб в бою. Мы восстановили, сейчас восстановим его ограду. И на очереди у нас полковника Луканина Владимира Васильевича. Больше за 70 миллионов человек было мобилизовано на ту войну у армии воюющих краин. От 9 до 10 миллионов из них загинуло. Ахвяры громадянского насельництва оцениваются от 7 до 12 миллионов человек. Тема Первой мировой войны, она действительно очень обширная, просто достаточно сложная, повторюсь, из-за того, что прошло большое количество времени и, очень непросто искать информацию об этом. Но, тем не менее, мы ее находим, и благодаря, вместе, сообща, и все у нас получается. Будем дальше работать. Мария Кобец, Юрий Печур, Александр Зершенко, телерадиокомпания «Брест».